Давай, братан. Сюда. Нет, сюда. Слишком близко не надо к стене. К стене близко не надо, шаг вперед, все. Друзья, всем привет. Рядом с вами Марат Балаев. Марат, расскажи, пожалуйста, впечатления о турнире свои. Не, ну Kingdom Professional Fight, такое трудное название. Очень серьезный турнир в Питере. Он не один, я думаю, что он самый качественный. Там еще Никитинский турнир у нас есть, а так в основном Kingdom Professional Fight это серьезная лига. И мы туда стараемся всегда, каждые бои, которые проводит Алексей Раевский, мы стараемся там оказываться, потому что это серьезная лига, он старается держать ее на высшем уровне, и из-за этого мы рады там участвовать, потому что это не Шарашкина контора, а серьезная лига. Марат, у тебя закончился контракт в ACA. Сейчас ты сконцентрирован полностью на тренерской работе или какие-то еще, может быть, есть варианты у тебя, что мы тебя увидим в октагоне? Нет, сейчас мы смотрим, пока у меня контракт закончился, какие предложения поступят, мы смотрим, и там дальше уже будет видно. Сейчас до сих пор пока ждем кое-каких, кое-кто там обещал, кое-что предложение сделать, вот ждем, а потом уже дальше больше будем смотреть. Марат, о тебе снято множество всяких интервью, репортажей, документальных фильмов. Вот опять недавно в Инстаграме промелькнула новость, что Павел Лунгин что-то заинтересовался тобой, у тебя какое-то еще было интервью, что-то какая-то фишка, ну что-то новое. Есть такое, что мы тебе не знаем еще, что-то новое мы в этом узнаем, расскажи, поделись. Короче, да, там Мамот, у них, по-моему, фильм последний с Лунгиным, Мамот был в главной роли. Лунгина в фильме «Отечество», по-моему, называется, про Афганистан, по-моему, фильм, это 19-го года. Вот, они сейчас заинтересовались моей историей. Лунгин, я насколько понял, хочет написать сценарий. И я удостоверился и с Лунгиным сам лично разговаривал. Вроде бы все серьезно, но есть моменты, которые зависят не от кого, короче. А так у всех желания есть, все почти уверены на 99%, что фильм будет. И там дальше больше много что должно срастись. Марат, недавно Сергей Никитин анонсировал документальный фильм о тебе, о твоей карьере, как вы вместе двигались с самого начала, да, можно сказать. Скажи, смотрел ли ты сам черновой материал, то есть черновик, и может там какие-то фишки есть, которых особенно интересны, можешь поделиться, просто какие-то, может быть, приоткрыть завесу тайны? Не, там у нас же мы не общались особо, уже давно, просто никто не знает, уже давно мы с ним общаемся, мы еще со сборов, по-моему, позапрошлом году или в прошлом году, мы сели, пообщались. Помирились? Да, там особо и не ругались, там просто момент был, что нам нельзя было работать. Сейчас мы там какие-то совместные проекты, что-то стараемся, вот фильм он снимает документальный. И во время боя тоже, я ему позвонил, говорю, что приедешь, будешь, он там же в Туапсе был рядом на сборах. Он говорит, конечно, если я нужен, то приеду. Соперник у меня был грэплер, вы видели, там чуть-чуть за шею хватает душить. Я ему не дал просто такой возможности. И он и полезен был, и в грэплинге очень сильно разбирается. И мы начинали с ним, и он в любое время может, если поддержать, конечно, я же борцовский клуб тоже мой родной, и я считаю, что мы с ним вместе до пояса добрались, и он, и так же, как и я, пояс мой, это его, заслуга. И конечно, мы вдвоем добирались до этого пояса, я ему всегда говорил, даже если мы были в конфликте, я всегда говорил, это пояс не только мой, это его тоже, мы вместе добрались до этого, там что бы не было, в любое время моей жизни это и его заслуга в том числе. Спасибо, что уделил время. Спасибо Сергею Никитину за поддержку. Желаем успехов твоим бойцам. Тебе в будущем еще неоднократно с тобой увидимся, Марат. Спасибо тебе за все. До свидания. Спасибо. Все. Коротко и ясно. Все, спасибо. Заниматься когда начнем? Приду. Что говоришь? Надо заниматься. Все, спишемся, я приду. Все, спишемся.